что Общественная палата в преддверии окончания 2015 года, в преддверии, вернее, начала 2016 года, собирает на своей площадке людей, которых заинтересовала такая тема, как создание дискуссионного клуба. Я думаю, что согласитесь со мной, мы вот в таком режиме еще с вами как-то не заявлялись в работу. Но совсем недавно, вот на прошлой неделе, у нас прошло пленарное заседание, на котором мы подводили итоги работы за истекший период, это ровно экватор, половину своего срока мы отработали. И ряд достаточно интересных предложений звучало во второй части пленарного заседания, которое проходило в форме дискуссии. Мы приглашали всех желающих. Участие принимали и эксперты, и члены палаты. В том числе прозвучало и такое предложение, как создание на базе Общественной палаты республиканской, региональной дискуссионной площадки. И надо сказать, что оно своевременно, поскольку на сегодняшний день мне очень приятно представить здесь, вот теперь, Елена Валерьевна, помогайте мне, пожалуйста, тех людей, которые готовы нам оказать в этом плане помощь и даже выступили инициаторами создания вот такого дискуссионного клуба. Мы видим, что здесь достаточно много людей, с которыми мы уже встречались, которые готовы делиться своим мнением, которые смело могут высказывать свои суждения по тому или иному поводу. Но что мы планируем? И на сегодняшний день нам надо сформировать для себя некую повестку этого дискуссионного клуба, поскольку она должна быть нам всем интересна. Итак, я передаю слово для представления наших гостей. Здесь Москва с нами вместе на площадке на одной из Сыктывкаров. И Юлиана Валерьевна Прохорова, которая в Сыктывкаре живет, но готова стать координатором, да? Правильно? Все остальное вы скажете, уточните, этого проекта, поэтому предоставляю слово сейчас ей, а она уже предоставит слово основным зачинщикам. Добрый вечер, наверное, уже, уважаемые гости. Большое спасибо, что вот в предновогодние дни все равно вы нашли время и изъявили желание присутствовать на этом мероприятии, потому что идея висела в воздухе очень давно и на базе различных площадок, и общественной палаты, и общественной приемной очень много пытались мы создавать какие-то информационные, дискуссионные площадки, но вот далеко не всегда это уходило в системные формы работы и не всегда приносило то удовлетворение, которое хотелось бы получить от этих дискуссий. Поэтому сегодня мы предлагаем вашему вниманию и идеи, приглашаем к партнерству. Очень люди из разнообразных отраслей были сегодня приглашены, представители экспертных сообществ, науки, различных организаций, учреждений, партий, депутатского корпуса, независимая журналистика. В общем, мы хотели максимально разнообразные сообщества собрать, консолидировать для того, чтобы обсудить, наверное, для первого года нашего клуба, который, я надеюсь, состоится, это тема стратегия развития нашей республики, в которой мы живем, независимый взгляд. Почему мы считаем, что это важно, да, какие предпосылки для этого существуют? Все-таки, на наш взгляд, мы много общались и в кругу экспертов общественной палаты, и с членами общественной палаты, и с различными партнерами. Все-таки надо говорить о том, что на данный момент в республике отсутствуют независимые, общественно и медийно активные информационно-аналитические центры. Кроме того, если говорить именно об экспертных сообществах, да, они создаются, но они очень разобщены, и вот как таковой мотивации к тому, чтобы они создавались новые в разных отраслях, чтобы они развивались, чтобы они участвовали в процессах развития региона, наверное, пока что условий не создано. И все это происходит на фоне того, что явно у гражданского общества имеется потребность в том, чтобы публично обсуждать какие-то проблемы. Но
можно сделать. Вот, поэтому для того, чтобы все эти проблемы преодолеть, миссия нашего дискуссионного будущего клуба — это создание условий для участия общественных объединений и гражданских активистов в разработке стратегии развития региона. Кто на данный момент является участниками? Вот инициативу проявила и активно поддерживает эту идею Общественная палата Республики Коми. И, значит, можно сказать, соучастник рождения идеи и кто первый поддержал, это либеральная платформа партии «Единая Россия». Вот сейчас предоставлю как раз слово директору по развитию Института общественного проектирования город Москва, руководителю региональных проектов либеральной платформы партии «Единая Россия» Прохор Валерий Валерьевич. Добрый вечер, всех с наступающим Новым годом. Пусть Новый год принесет много радости, много интересных дел. Я думаю, что сегодняшнее собрание — это первый шаг к одному из интересных дел, которое захватит большинство здесь присутствующих и сделает 2016 год содержательным и интересным, активным, и позволит максимальным образом самореализоваться на благо нашей любимой республики. Я представляю Институт общественного проектирования. В двух словах расскажу, что это за организация. Наверное, многие из вас читают журнал «Эксперт», который издает медиахолдинг «Эксперт». В составе медиахолдинга существует журнал «Эксперт», издается еще журнал «Русский репортер», и существует параллельно там же и директор тот же Валерий Александрович Фадеев, аналитический центр, который называется Институт общественного проектирования, которым я являюсь директором по развитию. Мы занимаемся двумя вещами. Мы занимаемся политическими исследованиями и занимаемся проектной деятельностью, тоже общественной. Одно из направлений наших исследований заключается в изучении региональных элит в тех регионах, которые по каким-то причинам вдруг в лучшую сторону отличаются от, скажем так, средних, демонстрируют какие-то успехи в экономическом развитии, значит, в социальном развитии, в которых социальное самочувствие выше среднего. Этот феномен нас заинтересовал. Мы провели в прошлом году исследование по заказу либеральной платформы партии «Единая Россия», которое называется «Консолидация региональных элит. Фундамент успешного развития региона». Мы исследовали 4 региона. Это Тюменская область, Калужская область, Белгородская область и Ростовская область. По результатам исследования был доклад в журнале «Эксперт», в интернете можно найти, он так и называется, как я сказал, «Консолидация региональных элит», можно в поисковиках найти. Вот. И значит, опубликовали данные по 3 регионам: по Тюменской, Калужской, Белгородской области. По Ростовской области публикации в открытых источниках не было, поскольку проходили выборы губернатора Ростовской области, и, в общем, руководство области посчитало, что подобного рода публикация будет воспринята как некая электоральная агитка, и из-за этого, в общем, суть исследования может быть каким-то образом политизирована или даже скомпрометирована, на мой взгляд, хотя там Ростовская область после смены губернатора и приход туда губернатора Голубева, значит, рванула вверх и демонстрирует очень хороший темп развития. Что в результате этого исследования было выяснено? Значит, во всех 3 регионах, значит, безусловными лидерами являются губернаторы. Они задают стратегический вектор, они являются носителями как раз вот этой вот тематики стратегического развития. Они ведут себя, оперируют, управляют регионами в парадигме развития, и все их планы, они, как правило, превышают вот эти вот электоральные циклы, то есть все происходит вне зависимости от того, какая возникает предвыборная ситуация на тот или иной момент. Второй важный аспект — это то, что значит, существует вокруг программы, предложенной губернатором,
общественный договор, в котором участвуют общественность, бизнес-сообщество, экспертное сообщество и власть. Власть защищает бизнес, бизнес берет на себя выполнение социальных функций, плюс активно инвестирует в свой регион, то есть средства, полученные в регионе, не вывозятся, а инвестируются в программы развития. Существует во всех 4 регионах достаточно сложная содержательная система подготовки и ротации кадров. Это там важная вещь. 4-я вещь – это значит, все дискуссии на тему развития ведутся достаточно открыто и ведутся в ценностных категориях, и они не воспринимаются как бизнес-проекты. Да? То есть вот эта вот стратегия, она суммируется не только из каких-то локальных стратегий крупных бизнес-игроков, но туда включены и стратегии сообществ, общественных организаций, учреждений и так далее. То есть эффективность считается не как вот бизнес-эффективность, которая представляет из себя дробь, да, вот в числителе которой некоторое количество денег, да, в знаменателе количество усилий, которые там на зарабатывание этих денег тратится, а считается весь социальный эффект от тех или иных телодвижений, от тех или иных бизнес-проектов, от тех или иных инвестиций. То есть вот такой комплексный подход вникает во все дела, практически в ручном режиме ведет управление, и у него, он сам промышленник, и у него поэтому такие достаточно технократические подходы. Савченко, такой аналог российский президента Лукашенко, он отстраивает некоторую систему, в которой, значит, вот опять же, на ценностном уровне субъекты этой политики имеют достаточно большой уровень самостоятельности, и любые возникающие инициативы, еще даже вот, ну, будучи так вот, только обозначившись, моментально вовлекаются в обсуждение и всячески поддерживаются. То есть регион ведет себя как венчурная компания, которая отыскивает стартапы, помогает их финансировать, старается зажигать новые звезды, кадровая политика выстраивается тем же образом. В Тюмени другая ситуация. Там губернатор пришел после того, как регион покинул политический тяжеловес Сергей Собянин. Регион отстраивался на нефтяных деньгах, там были для этого сильные губернаторы, значит, Ракетский, ветеран такой, Зубр. Вот, после него пришел Собянин, тоже там такой человек, ставший крупной федеральной фигурой, ушедший из региона, значит, руководитель администрации президента в свое время. А пришел губернатор, банкир, финансист, молодой, там 68-го или 69-го года, по-моему, 10 лет регионом руководит. И элита, которая осталась после Ракетского и после Собянина, собственно говоря, внесла совершенно ощутимый и значимый вклад в формирование губернатора. То есть это вот, последний этап развития осуществлялся не, скажем так, по инициативе Якушева, а, скажем так, Якушев рос вместе с регионом, и элита этому способствовала. То есть вот такие существуют разные кейсы. Значит, есть Ростов, в котором был сильный губернатор Чуб в свое время, который всю систему выстроил. И Ростов, если сравнивать его с похожим очень регионом Краснодарским краем, все-таки темпов не выдерживал. Там достаточно была консервативная система, и эффективностью она не отличалась. Пришел Голубев, собственно говоря, варяг, он руководил подмосковным регионом, и для него, значит, в первую очередь перед ним стала задача выстроить отношения с местными элитами. И они строились достаточно драматично, тем не менее общий язык был найден, и Ростовская область в последнее время, значит, соответственно, демонстрирует тоже достаточно высокие
темпы развития по сравнению с другими регионами, и, соответственно, персональный рейтинг Голубева как руководителя региона, как губернатора тоже растет. Чем это может быть интересно в ситуации, в которой там оказалась Коми Республика? Здесь существует, в общем, ситуация с приходом нового человека на руководство республики, нового исполняющего обязанности главы. Значит, пока что четко артикулировано не было заявлено основные фрагменты его стратегии, то есть это, наверное, произойдет в электоральный период, я надеюсь, и мы обо всем этом узнаем. Но, значит, важно то, что здесь же люди жили до его прихода, да, каким-то образом видели будущее свое, будущее республики. Здесь есть бизнес, здесь есть организации, здесь есть учреждения, здесь есть сообщество, здесь есть активисты, здесь есть, в конце концов, общественная палата, да, как выразитель интересов общественности. И эти интересы необходимо сформулировать, донести, и здесь пока что не очевидно, по какому сценарию пойдет консолидация, но все равно произойдет, да, потому что элита вещь такая. Элита это, ну скажем так, набор людей, которые принимают решения. Она может быть очень сильно фрагментирована, и тогда консолидация такой элиты, которая не взаимодействует друг с другом, это желтые страницы в книжке, да, где список адресов, руководителей организации, да. Есть другие какие-то там разные способы консолидации, когда там люди консолидируются там для выполнения какой-то бизнес-задачи, помимо там интересов региона, ну и так далее, бывает всякое. Значит, важно то, чтобы голос общественности каким-то образом был сформирован, услышан. Для этого, ну, в первую очередь, нужна поляна, да, в которой создается контекст, то есть вот, дискуссионная площадка, в которых будущее, образы будущего обсуждаются и приобретают черты проектные, то есть не просто поговорили о какой-то ситуации, да, но и подумали, а делать-то что и как мы это будем делать, и если мы хотим что-то делать, может быть, в каких-то других регионах страны что-то подобное делали, и можно было бы пригласить экспертов из других регионов и спросить, как это все происходило, чтобы там, может быть, идти более короткой дорогой, да, не нарабатывая отрицательного опыта. И во взаимодействии с властью выходить уже общественно с позитивной программой, а не в ожиданиях того, что власть предложит, кто скажет, и куда деваться после того, что она предложит, да, и каким образом это отразится на судьбе каждого человека. Значит, есть скептические замечания у многих по этому поводу, по поводу роли общественности в разработках стратегий, в управлении регионами, там, муниципалитетами и страной. Говорят так, что вот достаточно долго общественность была вытеснена, что существующие общественные институты являются по большому счету симулякрами, да, в которых там исполняются какие-то ритуальные телодвижения, на самом деле никакого влияния на большую политику подобные мероприятия, да, и подобные обсуждения не имеют. Позволю себе не согласиться, объясню почему. Проект номер 2, который мы ведем, да, в институте, это проект, который называется «Городская среда перезагрузки». Мы изучаем и поддерживаем сообщество городских активистов в разных городах. Что это такое? Значит, городские активисты так условно назвали тех людей, которые, не желая или по каким-то причинам не найдя себя в формальной политике, да, вот, в электоральной, то есть не участвуя в органах власти, тем не менее, значит, проявляют активность и осуществляют определенные действия для того, чтобы улучшить жизнь в своем там муниципалитете, в своем городе. И примеров активного воздействия этих людей, в том числе и на принятие властных решений, и на формирование комфортной городской среды, уже есть, и их достаточно много. Я приведу
вот там 2-3 примера буквально коротко постараюсь, когда вроде бы там начав с небольших каких-то проектиков, да, люди самоорганизовавшись становились достаточно мощной силой, которая меняла облик муниципалитета. Первое, что приходит на память, это город Ижевск, который в свое время, после того, как закрылись производства на крупнейших градообразующих предприятиях, на Ижмаше и Ижстале, превратился в довольно-таки депрессивный город. Это тоже, значит, столица субъекта федерации, очень похожа на Сыктывкар. Единственное, что он там в 2 раза больше, но тем не менее, как бы вот ситуация похожая, то есть республика национальная, угрофинская. Вот, значит, в начале, в середине 2000-х годов депрессивный регион. Людям делать нечего, социальное самочувствие на нуле, люди активно уезжают. Все замеры показывают, что проблема в том, что нечего делать, некуда приложиться, в городе неприятно, скучно, да, вот тоже такая фраза звучала. Появилась группа энтузиастов, в которой были методологи, философы и бизнесмены, 12 человек, которые озадачились проблемой, что сделать с городом для того, чтобы там было можно, нужно и интересно жить хорошо. Вот. И организовалась субъектность, которая называется Ассоциация развития города, в которую добровольцы вошли, и которые начали разрабатывать и реализовывать различные проекты улучшения жизни, которые там начинались с создания доступной среды, с организации каких-то там увеселительных мероприятий, сначала какие-то более простые, потом более сложные, потом вышли во взаимоотношения с властью, они начали организовывать совместное финансирование более серьезных мероприятий. И сейчас вот это вот АРГО, Ассоциация развития города, достаточно, скажем так, серьезный субъект политики, и он очень активно оказывает влияние на принятие решений в городе. И город разработал за отчетный период, за время действия этой ассоциации, целый ряд успешных городских практик, которые получили не только там общероссийское признание, но и международное. Этим опытом они делятся с другими городами в более там, назовем их так, успешных странах. Там. Вот, то есть они, наверное, были первыми, которые показали, что вне зависимости от условий общественность — это могучая сила, и все возможно даже в депрессивных городах. Второй случай, который я приведу, это город Заречный, это город-спутник Пензы, закрытая территория, значит, за забором, бывший Средмаш, там предприятие, которое сейчас входит в концерн Росатом, пропускная система, значит, производство на предприятии потихоньку схлапывалось, город, значит, соответственно, тоже херел. Появился молодой активный мэр, вот, призвал качество жизни, они считают свой Заречный, значит, такой маленькой Швейцарии, на самом деле это так, там вплоть до того, что заброшенную железную дорогу они превратили там, поставили велодрезины и сделали там такой парк, который вдоль этой железной дороги сделан. То есть там самые обычные вещи, которые утяжеляют городскую среду и ландшафты, они превращают в какие-то фишки, которые, ну, элементарно поднимают настроение. Это вот то, что касается таких вот мелких вещей. Плюс они участвуют в разработке стратегии города. И это там, как бы, там вот, важный элемент управления этим городом. А третий пример, вот, предварительно вопрос. Как вы думаете, какой крупнейший горнолыжный курорт в России? Как называется? Красная Поляна? Нет, все называют Кавказ, Донбай, Красная Поляна. Нет, это Шерегеш, находится в Кемеровской области. Это деревенька, 6 тысяч людей. Значит, начиналось все с того, что в этом Шерегеше двое приезжих людей из Свердловской области начали кататься на сноубордах стериконов в середине 90-х годов, поставили какой-то такой
простой бюгельный подъемник. Вот. И попросили какое-то небольшое количество денег у предприятия, которое добывало там вот, в карьерах руду, для того, чтобы эти терриконы обустроить. Постепенно, значит, они начали привлекать для обустройства окрестных, а там очень неплохие горы естественные были, начали привлекать местных так называемых авторитетных бизнесменов, которых из-за того, что там у них не очень приветливые выражения лиц были, да, и красные пиджаки в Куршавель не пускали, а им Куршавеля хотелось. И ребята показали, вот смотрите, тут горы такие же, все такое же, давайте делать. Значит, начали радостно строить маленькие гостиницы, серьезные подъемники на этих горах, начали называть эти гостиницы женскими именами в честь своих жен, да, там жен ставили директорами, те вроде бы как принимали, и пошли, значит, сначала из Кемерово, из Новокузнецка какой-то поток туристов, появился, значит, секцию детскую спортивную открыли, потом, значит, появились профессионалы, которые профессионально могли управлять, а ребята там в начале тучных 2000-х годов интерес потеряли, многие там переехали в разные места оттуда, профессионалы начали брать эти объекты. Ну да, в том числе, да, и кто куда переехал, еще тут большой вопрос, в разные места. Вот, эти профессиональные управляющие этими местами взяли гостиницы управления, кто-то начал закупать подъемники, трассы, начали это все серьезно организовывать. Детская спортивная школа выпустила первую российскую чемпионку мира по сноуборду Дагешеву, там Дагешева, наверное, там слышали, кто спортом интересуется. Вот, провели ряд международных соревнований, провели мощный флешмоб, когда девушки в бикини спускались с горы там в количестве 150 или 200 человек, засняли на YouTube, это было там, в общем, ну, количество просмотров многократно превышало население не только Шерегеша, но и всего Кузбасса, то есть там заинтересовались. Вот. В это же время, значит, видимо, посмотрел этот ролик Тулеев, который губернатор Кемеровской области. Очень сильно удивился, что у него такие феноменальные вещи под боком творятся, он их не охватил никоим образом, там, в общем, выделил им денег, начали туда приезжать уже там более серьезные катающиеся, типа Дмитрия Анатольевича Медведева, вот, оценили трассы. В общем, несмотря на огромные деньги, вложенные государственные в Красную Поляну, после Олимпиады в прошлом году в Шерегеше отдохнуло 2,5 миллиона человек в деревеньке, которая начиналась там с 6 тысяч. Вот, начиналась на голом энтузиазме, и это сделало общественности больше никто. Власть подключилась через 12 лет после того, как этот процесс запустился. Значит, если можно это в деревне маленькой, как Шерегеш, если можно это в закрытом муниципальном образовании, почтовом ящике типа упомянутого Заречного, если это можно в столице субъекта федерации в депрессивном Ижевске, который сейчас совсем не депрессивный, то можно предположить, что эти ситуации масштабируются, и масштабируются не только на города побольше, да, до миллионников, потому что там такие практики начались и в других городах, в Уфе там сейчас активно, в Иркутске ведется. Но можно предположить, что это все можно масштабировать и на уровень региона, потому что регион это минимальная административная государственная единица, которая имеет возможность принимать свое законодательство, что город не может. Поэтому она взаимоотношения выходит на другой качественный уровень. Чем больше компетенций способна бросить в эту копилку общественность, тем более щедрый вклад может внести в общее дело власть. И вопрос в том, что наверное, должны быть поставлены амбициозные цели общественности, да? Вот, и должна возникнуть такая субъектность, которая может разговаривать на равных с властью и формировать для нее там в том числе какую-то часть повестки. Значит, я думаю, что ничто не мешает
нашей любимой республике пытаться такую практику воплотить в жизнь, потому что существует потенциал, да, об этом там говорится много, это факт, что существуют эксперты, существуют активные общественники, существуют бизнесмены. Значит, важно как бы из этих людей и из этих сообществ создать мощное сообщество, которое вот, как бы, придумав и предложив вариант консолидации, будет готово к каким-то серьезным совместным действиям вот, именно в парадигме развития. И вот первый шаг — это создание как раз дискуссионной площадки для того, чтобы на ней начать обсуждать, формировать образ будущего. Поэтому я, в общем, еще раз всех благодарю за то, что с интересом откликнулись на инициативу Общественной палаты. И очень надеюсь, что вы все внесете свой вклад в это дело, и 16-й год станет годом возникновения и рождения, вот, скажем так, новой инициативы, содержательной, амбициозной и сильной, хорошей, которая создаст новые вектора, новые горизонты будущего для республики. Спасибо. Спасибо. Вот перечислено уже, кто подключился. Общественная палата инициировала, либеральная платформа поддержала, Ассоциация выпускников президентской программы подготовки кадров Республики Коми тоже поддержала эту инициативу. Нам очень хотелось бы, чтобы этот список был такой длинный и разнообразный, и как какие-то организации сообщества в него входили, так и отдельные граждане. Да? Я думаю, что вот уже там какие-то дополнительно мы будем вещи говорить, уже можно в режиме дискуссии. Если, например, выступление предыдущее вызвало какие-то вопросы и желание прокомментировать, давайте начнем общаться, потому что бы не хотелось, чтобы наш разговор шел там в формате отдельных выступлений, потому что все мы являемся полноправными партнерами, мы надеемся на это, да, и хотели бы вот от вас получить обратную связь, насколько действительно вы заинтересованы участвовать в этом проекте, и считаете ли вы его жизнеспособным, и готовы ли помочь, чтобы он таковым стал? Значит, у нас в республике хорошие традиции, вообще связанные с дискуссионными клубами. Многие из присутствующих были участниками дискуссионного клуба, как это у нас называлось, Центр инициатива, да? Здесь я вижу многих людей, которые блистали в конце 80-х, начале 90-х, значит, на этих дискуссионных клубах. Надо сказать, что каждое заседание такого клуба было событием. Вот. Ну, представьте себе, так сказать, там, когда на этом клубе сталкивались там, в полемике такие люди, как Леонид Пименов, там, да, и Свидорович, например, да, это была, так сказать, ну, вообще, так сказать, вещи, которые вообще нужно кинематографировать, вообще, на самом деле, сохранять. К сожалению, не знаю, может быть, сохранилось ли что-то в этом роде, вот, но это вообще, так сказать, это стоило того, чтобы это видеть. Значит, журнал «Эксперт» хорошая площадка и хороший, так сказать, там, мотор, который заводит такие вещи, хотя, так сказать, мне лично позиция «Эксперта» чужда глубоко, как бы, но, так сказать, я признаю, так сказать, интеллектуальную насыщенность того, что они делают. Вот. Есть у них еще одна тема важная, которую они разрабатывают, это значит, изучение среднего класса. Вот, я считаю, так сказать, что важнейшая, вообще, так сказать, может быть, важнейшая тема, которая вообще существует, для, которое должно обсуждать гражданское общество. Вот, значит, это, так сказать, касательно дискуссионного клуба. Вот. А вот по аргументации, которую Валерий Валерьевич приводил, значит, у того же журнала «Эксперт» есть хорошее исследование вот таких же вещей, значит, но в разрезе бывшего, ну, постсоветского пространства. И там довольно любопытные выводы были сделаны. Значит, что нужно, оказалось, что нужно для того, чтобы вот на том временном отрезке, который мы наблюдаем, преуспеть государству постсоветского пространства. Парадоксальным образом, значит, два пути. Один путь — это когда было все готово к формированию там, демократических институтов, и, значит, они быстро, так сказать, формировались. На самом деле это три
3 республики Прибалтики, да, значит, которые там, значит, быстро сумели все сформировать и оказались успешны. А второй путь, так сказать, чем более диктаторский режим, значит, в этом регионе, тем более успешной была экономика, на данный момент была успешная экономика этого региона. Значит, мое глубокое убеждение, так сказать, что это значит, режим, который существует в Азербайджане, значит, они занимаются тем, что занимаются, так сказать, активным проеданием социального капитала, так сказать, разрушением, так сказать, вот основ общества. Вот. И на этой основе, значит, какое-то время поддерживая, так сказать, там, видимость какого-то высокого уровня, и, значит, и затем это все, так сказать, там, приходит к своему краху закономерному, то есть это, так сказать, очень недолгосрочная вещь. Значит, и перечисленные губернаторы на самом деле, так сказать, да, действуют в той же самой парадигме. Значит, мы как межрегиональный журнал 7 на 7 пытаемся внедриться там в разные регионы. И поэтому, так сказать, ситуацию в Калуге, вот мы, например, присутствуем уже. Значит, в Белгороде, значит, ну, вот делаем попытки, значит, присутствовать. Поэтому как бы, ситуацию в разрезе регионов, так сказать, немножко себе представляю. Значит, губернатор Артамонов, значит, такой автократ, значит, действующий, так сказать, с помощью силовых структур, так сказать, который давит абсолютно все, что можно. Вот, значит, губернатор Савченко действительно аналог батьки, значит, там просто выжженное поле, то есть там уничтожаются все возможные институты, насаждаются, так сказать, те, которые, значит, которые ему нужны. Значит, на выходе мы имеем, так сказать, что именно Артамонов во время кризиса страдает больше всех, то есть там, так сказать, самый большой спад. Вот. И я думаю, что вот все вот эти успехи, они абсолютно, так сказать, абсолютно непрочны, и эти регионы, значит, будут превращаться в депрессивные, там, ну, тем более с уходом губернатора, вот, уже не говоря о том, что даже при том же губернаторе, так сказать, они сыпятся как замки из песка, которые там под солнышком называется. Вот. Но, значит, находились в процессе, так сказать, этого демократического транзита. Значит, это Украина, Молдова. Вот, значит, то есть это, так сказать, они оказались, так сказать, там самые большие потери, значит, там ВВП и так далее. Но есть пример, так сказать, уже, так сказать, что когда вот такая страна достигает дна и отталкивается от него, вот, значит, все-таки сформировав вот эти институты, то начинается экспоненциальный рост, и мы имеем Грузию, значит, которая, так сказать, там сформированными более-менее институтами, с хорошим ростом, вот, значит, то есть вот этот путь кажется гораздо более перспективным. Поэтому, значит, если изучать регионы, там, в разрезе регионов России, то я бы предложил посмотреть еще и опыт Калининграда, где, так сказать, там не удалось задавить гражданское общество, и оно там является существенным фактором. И я думаю, так сказать, что там рост пойдет, так сказать, первым, может быть, там, да, когда вот как только, так сказать, вот возникнут какие-то институциональные условия в разрезе страны, то Калининград, так сказать, покажет всем, где раки зимуют, что называется. Ну, а так в целом, так сказать, вот это, но это все как раз вот дискутабельно. Это уже, так сказать, в плане того, что вот есть о чем поспорить. Спасибо. Значит, я вот поддерживаю Леонида, что у нас, когда в конце 80-х годов была личность, да, в лице Револьта Ивановича Пименова, который был консолидирующим лицом, но 21 век все-таки это основа, наверное, будет не на личность, а основа, ну, формирования, опираться не на личность, а на среду творческую для консолидации. Вот сколько мы не участвовали в различных дискуссиях, вот, всегда в дискуссии создается среда не творческая, вот, создается амбиции, и каждый тянет либо на политической основе, либо на экономической основе, либо на административной основе одеяло на себя. Нет во имя чего пришли и чего в целом, в большом смысле мы хотим решить. И эта тема, вот сколько мы пытались начинать любую дискуссию с этого главного вопроса, оно замазывалось, типа регламент там, или там кто-то следующий, кто выступит и так далее, разношерстность. Вот я хотел бы, главное, конечно, в творческой среде, это, безусловно, язык. Язык не должен быть научным, не экономическим, не религиозным, а народным, общедоступным языком. Это первое, конечно. Второе, мы
подчеркивали. Третье, это что первое, во имя чего мы должны как-то поговорить и согласиться найти. И третье, это термины, чтобы это было не расплывчато, мы должны говорить в рамках избыточности и недостаточности, чтобы сохранить целостность картинки. То есть каждый выступающий или предлагающий новые такие, потому что это очень тонкое дело, найти эту ценность, консолидирующую для нашего региона, потому что она пока никогда не звучала, она не была найдена хотя бы элементами. И дорожную карту потом к нему. Ну да, это уже потом детали. Поддерживаю идею палаты по созданию такого дискуссионного регионального клуба. Действительно, в настоящее время в республике нет такой вообще республиканской дискуссионной площадки. Есть какие-то отдельные локальные дискуссионные площадки, например, дискуссионный клуб для молодежи, например, в Центре наследия, с которым я, например, поддерживаю творческие контакты. Фактически в республике нет институализации каких-то экспертного сообщества, нет политологического сообщества субъектности, нет социологического сообщества, фактически нет экспертных советов и у главы, и правительства, не создано единое экспертно-аналитическое управление в администрации главы, нет системы работы, кстати говоря, экспертного сообщества по-настоящему и в самой общественной палате. А дискуссионный клуб действительно, на мой взгляд, может консолидировать экспертно-аналитическое сообщество. И что касается предложений, на мой взгляд, чтобы придать системность, организованность создаваемому дискуссионному клубу, необходимо осуществить проектирование некоторой концепции функционирования этого клуба или устава клуба, то есть какого-то уставного клубного документа. Например, в структурном плане данная концепция и устав может быть выглядеть следующим образом. Ну, я думаю, что какой должен быть некий такой девиз клуба, значит, название клуба. Ну вот название предлагаю несколько вариантов. Я с одним вариантом тоже согласен. Это дискуссионный клуб «Стратегия. Независимый взгляд». Это вот неплохое название. Ну, можно еще предложить, например, я думаю, что, правда, может не согласятся, но дискуссионный клуб, например, имени Петерима Сорокина, или, например, Сорокинский дискуссионный клуб, поскольку Петерим Сорокин является интеллектуальным брендом республики, и вот, может быть, такое название имени Петерима Сорокина было бы, может быть, неплохо. Ну, можно назвать дискуссионный клуб «Республика», дискуссионный клуб «Социум», дискуссионный клуб «Диалоги», дискуссионный клуб «Эксперт-Коми» или «Эксперты-Коми», «Пульс региона», «Преображение Коми», «Республика», там, ну и так далее. То есть можно достаточно много вариантов названия. Должен быть определен в этом документе статус клуба. Ну, например, это может быть общественная экспертно-аналитическая интеллектуальная площадка при общественной палате или экспертно-аналитический дискуссионный клуб общественной палаты. Если такое решение будет принято, он может быть оформлен решением Совета палаты. И на сайте палаты, мне кажется, можно было бы выделить специальный раздел «Дискуссионный клуб», чтобы здесь были опубликованы материалы клуба. Ну вот он может быть создан действительно, как мне кажется, удобнее всего при общественной палате, потому что общественная палата, есть такая возможность, общественная палата имеет достаточно много полномочий, которые предусмотрены законом. Общественная палата может быть, те рекомендации, которые могут быть высказаны клубом, она может их направить главе Республики Коми, в Государственный совет Республики Коми, то есть органам власти для реализации. Значит, могут быть в этом документе должны быть предусмотрен, значит, вот я уже говорил, значит, статус клуба, оформлена миссия клуба, здесь она немножечко вот была проявлена, цели клуба, структура клуба, то есть кто-то должен быть председателем клуба, руководителем, совет клуба должен быть, ну, участники определены. В этом же документе должна быть определена основная тематика дискуссии, то есть проблематика. Могут быть определены формы проведения этого клуба, дискуссии, там, дебаты, семинары, ток-шоу, конференции, ну и разные другие. Должна быть определена регулярность проведения, значит, мероприятий.
должны быть определены итоговые документы. Это обращения, могут быть письма, рекомендации, предложения, там, декларации различные, заявления, ну и так далее. И 10 должны быть определены организационное обеспечение деятельности клуба. Это, безусловно, очень большая работа, это же и приглашение участников, это информирование СМИ, это организация места проведения. Ну, в определенной степени, поскольку если это было бы, опять же, удобно при общественной палате есть, конечно, чрезвычайно загруженный исполнительная дирекция, которая могла бы вот, также этой организационной работой этого клуба заниматься. То есть, если это будет... Вот. Что касается предложений к плану работы на 2016 год, я предлагаю следующие вот, как бы, такие варианты. Ну, во-первых, известно, что в феврале глава республики выступит с докладом к Государственному совету. В принципе, можно провести заседание, в котором он должен некоторые свои позиции заявить, подвести итоги своей деятельности и определить некоторые позиции свои. Поэтому можно или перед этим докладом провести заседание дискуссионное по проблемам вот этим, или же после доклада, значит, обсудить его проблемы. Значит, ну, в 2016 году будет исполниться 10 лет со дня принятия закона о Республике Коми, то есть будет десятилетие принятия закона. Можно, в принципе, провести дискуссию по обсуждению роли и значения общественной палаты в развитии стратегии в жизни республики. Я предлагаю, конечно, провести всероссийскую научную конференцию, чтобы общественная палата вышла с таким предложением о, например, деятельность региональных общественных палат, там, проблемы, ну и так далее. То есть можно провести такую или научную конференцию. Ну, если, может быть, это не скромно, но я могу предложить для дискуссии 3 своих экспертных материала. Они, в принципе, готовы, эти экспертные материалы подготовлены. Например, о формировании солидарного общества в Республике Коми. Речь идет о проблемах становления, осуществления отсутствующей в настоящее время региональной политики солидарного общества. Могу предложить такой экспертный материал о желаемом образе Республики Коми к столетию обретения государственности. В этом материале фактически речь идет о формировании идеологии преображения региона, в том числе и дискуссия о девизе республики, о ее идентификационной идее и так далее. Думаю, что в год 95-летия образования Коми автономии, это 16-й год, это тоже достаточно, может быть актуально. Ну и еще могу предложить такую проблематику, это о социокультурной модернизации региона. Здесь разговор в дискуссии может быть о проблемах человеческого развития в регионе, о сложнейшей социоантропологической ситуации в настоящее время в регионе, как антропологический кризис и усиливающийся, кстати говоря, демографический кризис в регионе с 2015 года. Ну и, в общем, вот и о проблемах, что необходимо региону сделать по преодолению вот этого, например, антропологического кризиса. То есть это вот я могу предложить такую проблематику, если это будет принято. Вот, все, что конкретно я хотел бы предложить. Спасибо большое. Не реже одного мероприятия раз в 2 месяца будет проходить. Какая будет потребность у членов клуба, да, у жителей республики, уже будем на нее потом реагировать. Вот, но это вот первое. Я представлюсь, Сулейман Владимир Александрович, профессор Сыктывкарского госуниверситета. Я просил бы, чтобы все представляли. Все друг друга знают лицо. Извините, я не представился. Теребихин Владимир Михайлович, кандидат философских наук, эксперт Центра наследия имени Екатерины Сорокина. Я прекрасно знаю Владимира Михайловича. Мартыненко Владимир, да, я от него не требую, чтобы он мне представлялся. Кстати говоря, здесь вот у нас книжечка Екатерины Сорокина, общественная палата, поскольку я эксперт общественной палаты. Вот наша книжечка с Сулимовым Владимиром Александровичем здесь не тоже наша, Петерима Сорокина. Петерима Сорокина, но имеется в виду, что мы вот 2 автора этой книжечки здесь. Значит, на самом деле я бы хотел сказать, что вот у меня как-то так получилось, что всю эту осень я выступаю на каких-то общественных слушаниях федерального характера, выступил на 4 федеральных площадках. И у меня выработалась, так сказать, некая система, что говорить. Да, потому что везде совершенно или сходное, или, собственно говоря, такое однопорядковые вопросы поднимаются. Их можно
достаточно просто сгруппировать по некоторым таким, как вот принято говорить сейчас, кейсам, да, терпеть не могу этих слов. И на самом деле, конечно, вот эти кейсы, они заключаются в том, что мы видели. Я хочу несколько слов сказать о начале нашем самом выступлении. Это, кстати, небольшой докладик, который прозвучал. Он как раз показал, что все исследования сегодня, которые проводятся в этой области, они проводятся в основном в таком ключе традиционном. Это традиционный ключ рассмотрения и общества, и человека, и в целом нашей страны с точки зрения такого социально-экономических блоков. Отсюда и вот эти понятия, так сказать, бизнес-инкубаторов, как их ни называют, там бизнес-площадок, бизнес-проектов. И отсюда, так сказать, вот эта вот мантра, что вот скоро будет их много, и мы, значит, вот расцветем сами по себе, потому что мы будем эти бизнес-проекты, им 20 лет этим заблуждением. На самом деле, на мой взгляд, вопрос, конечно, простой. И этот вопрос то, чем закончил Владимир Михайлович. Владимир Михайлович закончил вопрос об антропологии. Я занимаюсь антропологией и должен сказать, что это проблема проблем. Великий Карл Маркс, которого приходится поминать все больше и больше, он в голову большевиков наших вошел частично, а частично был не понят. И не понят он был в той части, в которой говорит качество человека. И чем старше был Маркс, тем он больше говорил о качестве человека. Он говорит, что качество человека есть решающий фактор. Затем Владимир Ильич Ленин, я его стал цитировать на двух федеральных, в том числе Общественной палате его процитировал, российской, на культурном форуме регионов России. Я сказал, что Владимир Ильич Ленин, напоминаю, очень правильные вещи сказал на третьем съезде комсомола. Только коммунистом заменим гражданином, да, можно стать только тогда, когда ты насытишься определенными знаниями, основами. И это нужно уже в повседневной жизни. Если раньше это надо было для того, чтобы получить статус, для того, чтобы получить электоральную определенную позицию, то теперь это нужно совершенно не для этого, карьеру и так далее. Сегодня нужно не для этого. Сегодня пирамида Сорокина перевернутая. Все начинается, не заканчивается развитием личности там наверху когда-нибудь, а начинается с развития личности. Человек должен быть подготовлен к жизни, в самостоятельной информационной среде, он должен ее формировать и делать для себя. Человек должен быть подготовлен к решению очень сложных задач, над которыми у экспертов болит голова. Это непростые задачи, мы находимся в довольно серьезной ситуации. И, наконец, в-третьих, он должен готов быть делать выбор, принимать решения. Очень серьезное. Причем решение, где он поступает как гражданин. Не получится ничего иначе. Вот великие слова Петерина Сорокина о том, что в конце концов человек альтруист эффективнее, они сегодня есть, собственно говоря, залог экономического развития. Человек альтруист. Не альтруист в смысле, так сказать, все отдал и ни у кого ничего нет, и у тебя тут ничего. А человек в том смысле, что он создает систему, в которой он не подсчитывает свой бизнес и свои барыши, а подсчитывает, так сказать, тот суммарный эффект, который... Это совсем другая подготовка, это другое экономическое, другое юридическое, если хотите, другая идеология. И вот в последних работах мы приходим к выводу, что вот это и не сыграло последние 15 лет. И это мнение гигантского количества ученых сегодня. Вот это не играет, оно не сыграло. И оно не сыграет, если мы дальше будем ставить иерархию такую. Сначала мы создадим социально-экономические условия, да, там, деньги, мы найдем какие-то эффективные способы вложения, инвестиций. Мы не уверены, что мы инвестируем в того человека. Мы не уверены, что мы инвестируем в человека, который не просто сумел подготовить тот бизнес-план, который от него ждали, грубо говоря.
или тот человек, который сумел подготовить свой самопроект такой, какой ждали от него, для того, чтобы он сделал шаг в карьере. Вот сегодня ведь этим очень много у нас определяется. И вот исследования показывают, что как раз такого рода самосовершенствования стоят на первом плане. И у детей, причем начинают с 8, там, 7, 8, 9 класса. И их родителей, которые, так сказать, на это направляют свою мысль. А мы говорим о гражданском обществе. И последнее. Все более и более становится ясным, что, по сути дела, эффективность социально-экономической и, я бы сказал, социально-культурной платформы общества, то есть того общего, на чем мы стоим, оно вообще слабо коррелирует со способом правления авторитарным, демократическим, либеральным. Я сейчас подвергнусь большой критике от, значит, знаю кого, но я все равно продолжу. Значит, слабо коррелирует, а очень сильно коррелирует с двумя вещами. Сильно коррелирует, ну, демократия тоже, может быть, для этого нужна, может быть, она не нужна, если есть другие эффективные механизмы. Оно коррелирует с наличием или отсутствием механизма профессионального роста и развития человека. И действительно профессионального роста. Вот недавно одна из сотрудников с большим стажем университета, побывав на нашем последнем таком научном семинаре, когда мы собирались, обсуждали какие-то проблемы, она вдруг по Фрейду, она не хотела на это говорить, но сама сказала, что, вы знаете, вот мне сегодня в голову пришло, что, знаете, мы привыкли к тому, что науку делают для того, чтобы там получить определенные, да, там, гранты, или получить определенные звания, или получить определенную позицию социальную в обществе, создам институт, он будет эффективный, у меня будет часть бюджета, ресурсы и так далее. А мне кажется, что я сегодня присутствую на событии, когда речь идет действительно о науке. То есть, что действительно можно найти эффективные способы? Да, конечно, действительно можно найти эффективные способы. И для этого особые ресурсы не нужны, для этого нужны интеллектуальные ресурсы, которые очень часто не купишь. Поэтому мне очень бы хотелось, поддерживая все то, что говорили предыдущие ораторы, как обычно говорят, я бы хотел вас призвать к тому, что я, поддерживаю, безусловно, площадку, площадка такая должна быть, безусловно. Я поддерживаю ту постановку вопроса о том, что эта площадка должна быть организована, то есть иметь правила игры, обязательно, что без этого это совершенно неэффективное проведение времени. Да? То есть правила игры должны быть. Я поддерживаю ту мысль, что эта площадка должна иметь своей целью подготовку определенной платформы, общественной платформы для того, чтобы власть обращала внимание на некоторые такие разработки, не имеющие, может быть, авторитетов крупных московских и питерских институтов, но зато имеющих подкрепленный авторитетом и честностью тех людей, которые в них принимают участие на местном уровне. То есть попытаться это делать. Потому что очень часто у нас заказываются эти все вещи. Вы знаете прекрасно, что это ни к чему, как правило, не приводит. Я таких знаю экспертных оценок 20 за последние 22-23 года. И они все были. Последняя это стратегия 2020. И что? И где? Я тоже там принимал участие в обсуждении. Время упущено. И все было очень хорошо. Все мы чуть не поженились в объятиях друг друга. На самом деле мы должны серьезно относиться к этим вещам. Да? Есть толстая стратегия. Значит, не выполнена. Почему? Кто виноват? Петрова, значит, из народной памяти. Не надо применять никаких других сил и средств. Я гуманист в этом плане. Из народной памяти. Да? А Сидорова, который пытался что-то делать, значит, что все помнили, в народную компетентных
и тех выступлений, которые направлены просто на, вот я поддерживаю, на какие-то вещи, связанные там с амбициями и прочим, просто не было. Это значит подготовленность. И тогда все будет в процессе. Дело начинается, значит процесс покажет. Спасибо большое. Название уместно получается, НЭП-2, да? Ну, одно из. Потому что это, ну, как бизнес-проект мы делали, Костя, помнишь? Сейчас у меня тоже есть желание выступить. Абсолютно правильно сказал. Был у нас дискуссионный клуб, тому уже четверть века прошло, кажется. Вот. Я хочу напомнить, что дискуссионный клуб был абсолютно независимым. Он независим был ни от кого. Это была самостоятельная, самодеятельная организация, да, можно сказать. И туда вошли, ну, были организаторы, там 3-5 человек, остальные актив. И третий как бы ряд — это все неравнодушные граждане города. Это была опасная работа, небезопасная, так скажем. Я помню, как один из дискуссионных клубов собрался в ныне разобранном дворце «Металлист», наверное, Зильбер помнит. И мы прошлись по периметру, и там стояли черные воронки. Мы хорошо знали, что это означает, чем это грозит. Мы знали, что означает там визиты ребят из КГБ. Но дискуссионный клуб работал. Он способен был поднять на дыбы общественное мнение города. Город кипел. Я имею в виду, может быть, я не прав, но кто-то, наверное, мне объяснит, почему Общественная палата не берет на себя такую функцию возбудить интерес республики, людей республики к тому или иному вопросу. Так вот и берет, вот через Сейчас она Вот это как раз. Да, но вы пока возбудили людей, которые согласны войти в дискуссионный клуб, эти задачи, то есть Общественная палата будет руководить дискуссионным клубом, я так понимаю. Да нет, конечно. Не обязательно. Нет, да, это может, не надо, Давай, может быть, с этого надо было начинать. Площадка общественной палаты. Давайте организационную форму какую-то. Я позже объясню тонкую разницу. Да, очень тонкая. Так же, как и ваши вопросы по поводу разрушения страны. Но они могут быть разные. Здесь свобода, мне кажется, должна Да, быть. конечно, свобода. На этом дискуссионном клубе была абсолютная свобода. Нет, я считаю, что нет. А? Я считаю, что нет. Я потом свою позицию Не было, выскажу. то есть. Не было. Не было. Вам не дали слова? Так вот и сейчас пока еще нет. появляется не свобода. Вы Да. его как-то уже Правильно, да. позиционируете, что он как-то не так говорит. Правильно. Вот это было правило в дискуссионном клубе. Мы могли спорить с кем угодно. Да. Даже с первым секретарем обкома партии. И успешно довольно-таки спорили. Ну, Вот потом, такие вот. да. Поэтому я не знаю, я бы очень хотел узнать все-таки, какое построение будет, кто кому подчиняется. Значит, Общественная палата подчиняется кому? Главе прямо, да? Нет, общественная палата не подчиняется главе. Никого Мы не не при главе. Мы с вами общественная палата для того, чтобы эта площадка Да. действительно могла быть использована активными, инициативными общественниками, просто гражданами, у которых есть желание поднять проблему и есть единомышленники, которые готовы предложить пути решения проблемы. Круглые столы у нас бывают. По отдельным проблемам мы много говорим, предложения вносим, Этого выносим. недостаточно, Вот. этого Но, недостаточно. уважаемые коллеги, согласитесь, любой круглый стол, любое мероприятие запланированное, вот оно как бы как идет, по определенному штампу, и мы знаем. Вот начало, вот те выступающие, мы готовим выступающих,
Каждый высказал свое мнение, уже готовые предложения. И мы просим власть, посмотрите на эти предложения. Власть смотрит. Что-то она принимает, что-то она считает сейчас неактуальным, что-то она считает невозможным решить. Ну и оттягивается. И вроде как мы миссию выполнили. Так вот, на мой взгляд, я не искушена, скажем, в таких вопросах. Я с удовольствием большим сегодня вас слушаю. Мне очень важно, что вы скажете, потому что здесь, я поняла, пришли действительно люди заинтересованные. И мало того, уже искушенные в тех вопросах, которые мы вот хотели бы, чтобы здесь поднимались. Мало того, вы механизм даже дискуссии знаете. Здесь вот нужно создать некий прецедент, который бы не выливался, вот это нам не нужно этих лозунгов, там, каких-то призывов. Но вот как вы сказали, поднять проблему, когда власть не должна ее слышать. Да, вот, дело вот, в том, что да, подняли проблему. Вы поднять или еще что-то, но... Хорошо, подняли проблему, пришли к общему знаменателю, сказать, после споров всех и так далее, и так далее. Дальше что? Власть не приняла это решение. Что делает общественная палата? Я вот хотел бы знать. Дискуссионный клуб, он не может прийти и стукнуть кулаком по столу главы Республики Коми. Палата не может. Нет, и палата не может. Кулаком, вот, вы Значит, знаете, что? Мы же концентрируем определенное мнение, высказываем, делаем выводы какие-то, доносим. Можно как иначе? А дальше что? Дальше это повисает или еще что? Или входит просто в историю? Мы уже дискуссию начали, что? Вот Давайте послушаем. Мы, мне кажется, апеллировать должны не к власти. А кому же мы Мы должны? общественная палата. А власть не даст деньги на вашу К обществу не надо денег, надо идеи, а вы все опять деньгам. Вы же только что сами сказали. сказали. Первый раз о деньгах сказал. Ну так а зачем тогда о деньгах говорить? Мы должны здесь рождать какие-то идеи, которые поддержат общественность, а не власть. Вот мы... А? Да. Нет, вы только что сказали, чего четверть века назад добавили. Знаете, Это столько самое главное. случаев, когда общественность Это самое главное. действительно шумит и прочее. Слово идея платоновская. И Это все это самое уходит в главное. песок. Если мы не продумаем механизм, как Если реализовывать мы не наши будем обращаться, решения, и уйдет в песок, а мы к ним должны обращаться. Я знаю, Если как идея мы- хорошая, она будет воспринята и пойдет, и пойдет, и пойдет. И никакая власть, и никакая власть не удержит. С народом надо работать, с народом. дело-то в том, что я знаю, как все это делается. Значит, после решения приходит через пожалуйста и прочее, и прочее. Это пожалуйста кладется под суд, ну и все. Куда Вопрос закрыт. У нас не опять может к власти, подсугнуть, не надо конечно. к власти ходить. Я Общественность говорю, не что столько надо. механизм, нужно продумать механизм, иначе у нас ничего не Я получится. не ведущий. Из исторического примера начнем. Щигаев Александр, в данный момент числится экспертом общественной палаты. Бывший правозащитник. Бывший Что ты считаешь, что я бывший? Я уже вышел из мемориала давно уже. Вышел из мемориала, так протеста против меня. Против тебя, против того, куда пошел мемориал. Так, и вот маленький исторический пример. Все помнят... Я вам мешаю, нет, ребят? Вот я подожду. Вот маленький исторический пример. Войну во Вьетнаме все помнят. Маленькая экономически отсталая страна, маленькая территория, небольшое население, 7 лет воевала Соединенные Штаты Америки и в конце концов одержала победу в этой войне. Вот как могла маленькая экономически неразвитая страна одержать победу над самой сильной капиталистической державой, и экономической, и военной? Помощь СССР была войска ПВО, военные союзники. И духом, конечно, тоже, но главное не это. Ведь американцы не зря говорят, что эту войну мы проиграли у себя дома. Было так, наша доблестная КГБ так поставила работу через общественные организации в Соединенных Штатах Америки, что было создано общественное мнение против войны во Вьетнаме. И президент Никсон победил на выборах именно под этим лозунгом. Исполняя свое обещание, через 2 года он вывел оттуда войска. США не проиграли, они просто ушли в Вьетнам. Вот вам пример, что такое идеология. Что можно Общественное мнение. Что можно сделать через общественное мнение. Через общественное мнение. Возвращаемся к Вот к нему и надо апеллировать. Возвращаемся к дню сегодняшнему. Страна у нас сейчас выходит уже, как говорится, на международную арену, как сильная держава, заявила себя. Следовательно, поскольку вот эти все санкции не работают,
армия разоружена, экономика, несмотря на то, что цены на нефть рушат, она у нас не рушится, идет самый эффективный способ начинается, это идеологическая обработка внутри у нас страны. Так называемая пятая колонна. Как бы тут ироничный кто-то не относился к ней, но она есть. То есть агенты влияния. И вот появляется идея возродить круглый стол. И именно от кого? От Леонида Зинченко. Которого я считаю самым ярким представителем этой самой пятой колонны. А давайте вспомним, вот лет на 5 назад Леонид уже организовал круглый стол. Какие темы там обсуждались? Строительство, необходимо строительство мечети в городе Сыктывкаре. Хотя очень негативно большинство очень к этому относилось. Могло это внести раздор в общество? Конечно, могло. Следующая тема, которую предлагал Леонид обсудить, вызывал гомосексуалистов города Сыктывкара играть публичные свадьбы в Сыктывкаре. Могло это внести в раздор общества? Конечно, могло. Вот и сейчас... Это консолидировало общество. Как оно это консолидировало? Мы вышли так, что гомосексуалисты просто не вышли на улицу. Это объединило всех. Хотела выйти епархия, хотела выйти мусульмане, хотели выйти казаки. Я не думаю, что у Леонида стояла эта задача. Объединит казаков. За это Леониду надо памятник поставить. Вот видишь, спасибо сказать. Вот видишь. Объединить православных с мусульманами, объединить с казаками, объединить с ветеранами. Но я думаю, это не эта задача стояла. Именно потому, что вы объединились, что мы объединились. У нас сейчас менее амбициозные планы, чем тогда. Да вот и сейчас я застал... Вот посмотрите примерно темы, которые мы, вот общаясь, разговаривали. Организация «Артель», главный редактор информационного отдела Сыктывкарской Воркутинской епархии. У нас есть опыт, тоже с Максимом мы сейчас обсудили, есть опыт примерно подобного клуба дискуссионного, который мы уже обкатали в Ижевском районе. То есть что мы сделали? Мы собрали все общественники, которые за, которые что-то против, и стали обсуждать определенные социальные темы, которые нужны для людей. И стали обсуждать не просто, что эта тема есть, и давайте поговорим о том, что она есть, да, и разойтись. Нет, а мы стали искать пути выхода проблемы. Каким образом? Это и грантовая поддержка, и субсидии. То есть мы стали несколько общественников, например, мы видим проблему, да, и мы эту проблему, например, если у нас не хватает финансов, чтобы ее решить, мы ее делим на двоих. Одна общественная организация решает путем грантовой поддержки одну часть, вторая вторую часть. И в принципе у нас есть положительный опыт и с Максимом, с Единой Россией, там, и со мной, и там еще много ребят. Были даже те, которые они стали предлагать реально какие-то такие вещи, которые мы не видели с ним, может быть, за администрация? Ну, администрация, да, Калинин собрал, и довольно-таки неплохо. И возвращаюсь вот к первому оратору, который рассказывал примеры регионов, да, есть сейчас такое направление, как социальное предпринимательство. То есть первая школа, здесь вот есть, с кем мы учились вместе, то есть закончили академию. Что такое социальное предпринимательство? Это именно социальная работа, создание вот примерно вот этих вещей, о чем вы говорили. Но не просто создание за бюджетные деньги, а развитие так этих бюджетных денег, что они потом создают и рабочие места, и может в дальнейшем работать на самоокупаемости. В чем здесь социальная именно изюминка? В том, что все-таки это не тот бизнес, как его привыкли понимать. Наживу. Да, то есть это... Нет, нажива, понимаете, нажива может быть двумя способами. Можно там торговать с помощью наценки там по 300%, а можно сделать минимальную наценку и зарабатывать оборотом. Просто здесь нужно светиться больше. Ну, к примеру. Поэтому тут все, какой подход будет, тем более поддержка именно социального предпринимательства, она будет у нас. То есть те, кто закончил школу социального предпринимательства в Академии Московской, у нас есть уже определенные бизнес-проекты, в том числе вот по туризму. Был бизнес-проект из Ижни, по-моему, по сельскому хозяйству, там девушка была тоже, и помогли сделать бизнес-проект. Притом они реальные, там, то есть оценки у нас были, менторы были, которые оценивали нашу. Побили к взаимному удовлетворению сторон, вышли, расцеловались, десны и ушли.
Бесспорно, нужно нечто, какой-то продукт. Если нет продукта, все это дискуссия, бла-бла-бла. Почему палату упрекают, так сказать, вот частенько смотришь на комментах, да, на БНК. Вот опять собрались, вот опять поговорили. Но есть определенная тема, которая называется практика малых дел. У человека в ботинке гвоздь. Надо этот гвоздь ему загнуть. Вот загнули ему гвоздь, ему стало хорошо. Торчит арматура какая-то. Но это не дело дискуссионного клуба. Если мы будем применять с собой общественные советы федеральных и региональных ведомств, если будем применять общественные советы муниципальных образований, мы превратимся в такой же общественный совет, только лишь статуса повыше. Поэтому я призываю коллег, которые сегодня здесь собрались, это должна быть вещь, которая, или социум людей, которые будут поднимать такие вопросы, которые чиновник боится поднять, потому что могут дать по шапке либо с Желтого дома, либо с Кремля. Вот такие вещи должны подниматься. И КПД этих результатов должен быть таков, чтобы, используя силу Общественной палаты, Народного фронта, других общественных институтов, добиваться результата этой дискуссии. Есть результат, ведь доктор режет, извините, хирург врачует больного не с той целью, чтобы изучить его анатомическое строение, а для того, чтобы сделать ему излечение. Вот этот дискуссионный клуб, это должен быть хирургом, который помогает больному выздороветь, а общество сегодня больно. Спасибо. Так я вот такую тему предложил, которую чиновники поднять не могут. И даже общественная палата ее не подняла. Я отвечу на твой вопрос. Вот такие решения можно принимать тогда, когда справедливый, гуманный российский суд вынесет справедливое, гуманное решение. Не надо сваливать все на наш суд. Тема злободневная. Поговорим давайте немножко уточним, не о виновности, а о том, что было 15 лет. Если мы утечку региональных кадров изменим на проблемы региональных кадров, их проблемы, вот она ваша тема, и вот она. Прекрасно все спрашивает. Да, сейчас регион занимает 5-е место по уровню миграционной убыли среди 93 регионов. Это проблема, это концептуальная вещь, которую нужно обсуждать. Да. Причин можно разных. А есть человек, который отвечает за кадровую стратегию развития республики? А? То есть персонально есть человек, который отвечает за... есть же управление кадров администрации главы. Да, есть. Ну вот, смотрите, вы на эту тему уже разговариваете, значит, уже в копилку тему бросаем, правильно? Да, пожалуйста. Уже собственное предложение, если так. Потому что там причинность очень глубокая. Да, принимайте помощник депутата. Значит, вот